Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня хочу представиться. Для начала Калининская Татьяна Сергеевна, старший методист Центра развития общего образования, социализации и воспитания личности Республиканского института развития образования. Сегодня состоится, я надеюсь, полезный разговор, но что он актуальный, это несомненно, о разработке программ воспитательной направленности в общеобразовательных организациях. Конечно, очень важен вопрос о структуре этих программ, требований, предъявляемых к ним, и рекомендаций. В настоящее время все практически школы находятся на этом пути разработки программ воспитания в рамках реализации вводимого федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, поэтому я думаю, что много вопросов возникает в связи с этим. И все по порядку. Для начала, конечно, хотелось бы сказать два слова о том, что говорить о программах в рамках вебинара достаточно сложно, потому что программные документы объемные, это системный документ, и говорить словами, описывая эту системную деятельность, это достаточно сложно, и, может быть, не столько эффективно, сколько могло бы быть при живом с вами общении. Буквально вчера состоялись у нас курсы повышения квалификации, в рамках которых как раз состоялся такой полноценный, системный разговор о программах воспитательной направленности, о разработке этих программ, где каждый из заместителей директоров и специалистов мог задать конкретные вопросы по разработке именно своей программы, со своей спецификой. И, конечно, это намного эффективнее и полезнее для конечного результата, но я надеюсь, что сегодня мы затронем общие вопросы, которые касаются всех, вне зависимости от какой-либо специфики образовательной организации разработки этих программ. И первое, что необходимо сказать в этой связи, о нормативных основах организации воспитания в образовательных организациях. Конечно, это те документы, нормативные документы, которые лежат в основе разработки всех программ воспитательной направленности. Те документы, которые регулируют сферу воспитания в настоящее время, то, что мы должны с вами учитывать и на чем строить свои документы, выстраивать. Конечно, в первую очередь это системный такой стратегический документ, стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Вы видите на экране перечень документов, и первый из них это стратегия. Стратегия определяет, к ней вернемся чуть попозже. И этот перечень основных документов нормативных Российской Федерации, а также те документы, которые мы будем рассматривать, принятые к реализации в Республике Коми, они являются нормативной базой, нормативной основой разработки ваших программ воспитания. Хочу обратить внимание на второй документ из этого перечня. Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего образования. В 2009 году датируется 2009 годом этот документ, и я хочу сразу сказать, что это не нормативный документ, это не закон, не распоряжение, не указ, это методологическая основа. Этот документ стал методологической основой затем для разработки федеральных государственных образовательных стандартов. И те основополагающие идеи, которые в этой концепции были провозглашены, а именно впервые за долгое время в Российской Федерации определены базовые национальные ценности, как идеал, как цель воспитания, и определены тот самый
идеал, да, который мы затем видим, трансформировался он в портрет выпускника начальной школы, в портрет выпускника средней школы в стандартах, государственных образовательных стандартах основного общеобразования, начального общеобразования, а базовые национальные ценности нашли свое отражение в личностных результатах. Об этом мы тоже поподробнее поговорим. Дальше это государственная программа патриотического воспитания граждан Российской Федерации до 2020 года. Очень конкретный, достаточно системный документ. Рекомендую с ним ознакомиться. Конечно, это закон об образовании в Российской Федерации, мы о нем тоже пару слов скажем, да, то, что касается воспитания. И мы работаем в настоящее время в рамках реализации стандартов, государственных образовательных стандартов начального общего образования, он уже введен, и стандарт основного общего образования, находимся в стадии его реализации поэтапного. Кроме того, будем мы упоминать и ссылаться, обращаться к такому документу, как примерная основная образовательная программа общего образования. Опять же, хочу оговориться, что это не нормативный документ, это рекомендательный документ, который нам позволяет, дает такой пример, да, вариант, на что опереться, но он не обязателен к выполнению. Если федеральные государственные образовательные стандарты приняты, утверждены приказами, да, Минобрнауки России, они обязательны к исполнению, то примерная основная образовательная программа служит таким опорным документом, но это не значит, что она от А до Я должна быть исполнима. Да? Ну и это санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, действующие в сфере общего образования. Итак, что касается стратегии развития воспитания Российской Федерации. Это документ стратегический, и он определяет задачу, нашу задачу, задачу Российской Федерации в сфере воспитания детей. В ней звучат такие определения, как система духовно-нравственных ценностей, то есть тот ориентир, который мы должны закладывать, выстраивая свою собственную программу воспитания в своей образовательной организации. То есть мы понимаем, что в первую очередь мы должны работать на выстраивании системы духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как, то есть какие-то ценности: человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, стремление к исполнению нравственного долга перед собой, своей семьей, своим отечеством. То есть вот это тот целевой ориентир, который мы воспитываем в наших детях. По долгу своей службы встречаемся мы, методисты Института развития образования, с большим количеством программ воспитательной направленности, и которые мы видим в рамках конкурсов для педагогов, проводимых по воспитательной направленности. Мониторим мы программы воспитания, размещаемые на сайтах образовательных организаций, и мы видим, что не всегда именно эта цель заявляется в программах воспитания. То есть воспитываем что угодно: конкурентоспособность, творческую личность и так далее. Да? Здесь очень важно, как мы корабль называем, какую цель мы ему сдаем, так он и идет. Обращаю ваше внимание, что мы выстраиваем систему духовно-нравственных ценностей и опираемся на нее. Далее, обращаясь к следующему документу в программе патриотического воспитания граждан Российской Федерации 2020 года, опять же, видим, что целью государственной политики в сфере патриотического воспитания является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны. То есть патриотическое воспитание на первом месте. Да? Федеральный закон об образовании
Почему хочу два слова о нем сказать? Понятно, что он вообще определяет всю деятельность, да, в сфере образования. Вот в сфере воспитания какое изменение, да, стратегическое произошло. В статье 2 даны основные определения образовательной сферы, и некоторые из них в новом контексте. Например, образование данным законом образования Российской Федерации определяется как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом. Ну и далее по тексту. То есть, если в предыдущем законе об образовании обучение и воспитание все-таки были разные процессы, да, то сейчас образование в целом понимается как неразрывный процесс да, состоящий из двух процессов – воспитания и обучения. Самыми простыми словами это значит, что воспитанием должны заниматься все специалисты, которые так или иначе относятся к сфере образования, да, и занимаются образовательной деятельностью. Это значит, что любой предметник, химик, биолог, математик, педагог-библиотекарь, социальный педагог, все педагогические работники, осуществляющие деятельность в сфере образования, занимаются воспитанием в том числе. Это нужно понимать. И, исходя из этой позиции, уже выстраивать свою педагогическую деятельность. Качество образования, еще термин, который заслуживает тоже внимания и отдельного объяснения. Качество образования, вводится такое понятие, это комплексная характеристика образовательной деятельности, подготовки обучающихся. То есть, если мы вводим данное понятие, мы подразумеваем, что образовательная деятельность должна быть измерима каким-то образом. И вы знаете, текст стандарта читали, что ныне заявляются результаты образовательной деятельности, такие как предметные, метапредметные, личностные. И каждый из этих результатов должен быть замеряем, качество его. Таким образом, мы понимаем, что качество образования в сфере предметных, да, результатов мы можем замерять, и это происходит в настоящее время. Это контрольно-измерительные процедуры, такие как ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и прочее. Да? Каким образом? И мы понимать должны, что если мы заявляем личностные результаты, то замерять мы их должны тоже. То есть каким образом мы будем понимать, что, заявляя личностные результаты, что мы их достигаем или приближаемся к их достижению в достаточной мере, в недостаточной мере, что мы замеряем и так далее. То есть это отдельный вопрос, который также должен рассматриваться каждой образовательной организацией. Но об этом тоже чуть-чуть поподробнее поговорим. Говоря об основах, о нормативных основах воспитательной работы и выстраивания, на основе которых выстраивается работа, вернее, деятельность по программам воспитательной направленности, мы, конечно же, скажем и о нормативных актах Республики Коми. Вышеупомянутая стратегия развития воспитания в Российской Федерации конкретизирована в плане мероприятий по реализации этой стратегии. Существует план федеральный, и каждый регион принимает свой план мероприятий. Так вот, в Республике Коми также разработан план мероприятий по реализации стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2020 года. Очень рекомендую ознакомиться с этим документом и понять, в какой части каждая образовательная организация, непосредственно ваша образовательная организация, подключается к реализации этого плана. Все те мероприятия, которые вы проводите в ваших школах, в ваших образовательных организациях, которые вы включаете в программы воспитания свои, они должны каким-то образом соотноситься вот с этим планом мероприятий по реализации стратегии развития воспитания. Следующий документ
Это межведомственный план мероприятий по патриотическому воспитанию граждан Республики Коми, точно на 2016 и 2018 годы. Также обращаемся к этому плану и встраиваемся в его реализацию. Следующий документ – это концепция семейной политики в Республике Коми на период до 2025 года. Достаточно системный такой документ, межведомственный. И непосредственно уже конкретизируется он в плане мероприятий по реализации первого этапа концепции семейной политики до 2025 года. Также необходимо ознакомиться с этим документом. 2018 год, мы в него вот уже вступаем, и те мероприятия, которые запланированы, те направления вот в рамках этой концепции, также должны найти отражение в наших программах воспитания. И не могу обойти закон Республики Коми о кадетском образовании, хотя бы о нем упомянуть. Дело в том, что в Республике Коми кадетское движение, кадетское образование очень динамично, активно развивается. И возникают вопросы о каким образом организовать деятельность этих кадетских классов. Два слова скажу. Да? Вот данный закон принят в 2015 году. Он, конечно, рамочный. Да? То есть какой-то конкретики в нем может быть не так много, но он сделал самое главное. Он определяет, что такое кадетское образование, что такое кадет. Да? И мы должны понимать, образовательные организации должны понимать, что кадетское образование в настоящее время – это содержание его, да, форма реализации определяют самостоятельно образовательная организация и участники образовательного процесса, ну, в частности, родители, да, общественные организации и так далее. То есть специфику этого кадетского образования никто, да, Министерство образования, муниципалитет, нет никакого нормативного документа, в котором бы написано, да, в каком направлении двигаться этому кадетскому классу, да, быть ли, какую специфику выбрать, то есть сотрудничать ли с Министерством чрезвычайных ситуаций или с Министерством внутренних дел, это, или с казачеством, да, это сфера ответственности образовательной организации, какие изыскать дополнительные средства, да, на реализацию этой специфики, да, кадетского класса, штатные единицы и так далее. Это образовательные организации, участники образовательного процесса, муниципальные органы управления образованием решают сообща. Следующее, что необходимо нам знать при разработке наших программ, это, конечно же, мы руководствуемся и работаем в рамках федерального государственного образовательных стандартов начального общего образования и основного общего образования. Они утверждены приказами. И первое, что мы должны знать, да, при разработке программ воспитания, это целевые ориентиры. На что мы ориентируемся, какой результат мы должны достигать, заявлять и достигать. Так вот, стандарты начального общего образования, основного общего образования содержат, дают нам эти ориентиры. Личностные результаты освоения основной образовательной программы. Если ранее, да, до 2009 года достаточно актуальным был вопрос педагогического целеполагания, когда не было тех самых ориентиров, одних общих для всех, чему воспитывать, что формировать. Сейчас думать, да, и рассуждать на эту тему уже не нужно, потому что те целевые ориентиры, они уже даны. Поэтому те 10 личностных результатов, которые заявлены в стандарте начального общего образования, и 11 личностных результатов, которые заявлены в основного общего образования и являются целевыми ориентирами в реализации наших программ. Очень важно
чтобы, выстраивая свои программы воспитания, педагогические коллективы, администрации образовательных организаций понимали, что каждое движение, каждое мероприятие, каждое воздействие, да, акция, праздник должны быть ориентированы на достижение того или иного личностного результата. Вот классический пример хочу привести, который мы со слушателями обсуждаем, с педагогами обсуждаем. Например, какой вот из заявленных, да, вы видите их на экранах, личностных результатов, какой из этих 10, а можно, например, обратиться вот к личностным результатам на уровне основного общего образования, да, их 11, мелко-то. И первый личностный результат, который мы видим, который мы должны формировать с 5 по 9 класс, и к 9 классу он как будто бы уже должен быть сформирован, этот личностный результат, воспитание российской гражданской идентичности, а именно патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России и далее по тексту. Да? То есть вот какой личностный результат, вот каким образом патриотизм, уважение к Отечеству реализуется, достигается в рамках празднования Нового года, например. Очень хороший праздник, очень хороший повод, да, проводится повсеместно во всех образовательных организациях. Каким образом личностный результат, такой как патриотизм, да, формирование российской гражданской идентичности формируется в рамках празднования Нового года, в рамках празднования 23 февраля, праздника, 8 марта и так далее. То есть вот тот набор, достаточно стандартный набор мероприятий, которые заявлены во всех практически программах воспитательной направленности, каким образом они формируют коммуникативную компетентность. Далее, да, вот 7-й результат, если мы видим. Каким образом формируется в рамках этих мероприятий ценность здорового и безопасного образа жизни. Каким образом мы развиваем эстетическое сознание и так далее. Мы должны понимать, планируя наши мероприятия, что каждое мероприятие целево должно работать на какие-то личностные результаты. Вернее, не на какие-то, а на выбранные из вот этих вот 10 или 11. Это очень важный процесс, и мы понимаем, что в том количестве мероприятий, которые в настоящее время образовательные организации реализуют, а их на самом деле большое количество, достаточно трудно, да, вот этот процесс целеполагания идет. Думаю, что выражу общую такую методическую, да, позицию и призыв не проводить мероприятия ради мероприятий, да, потому что, анализируя программы воспитания, мы понимаем, что мероприятий просто несчетное количество, огромное количество, но это не приводит к их качеству, к сожалению. Именно потому, что не всегда, даже по названию мероприятия или по его форме, можно понять, какую цель вообще оно преследует и какой личностный результат достигает. Далее, что нужно нам с вами понимать, приступая к проектированию и реализации собственных программ воспитательной направленности, что программа воспитания, которую мы формируем, это системное представление об условиях достижения воспитательных целей, выражающиеся в последовательно изложенном содержании воспитательного процесса. То есть это системный документ, в котором отражены цель, задачи, механизм реализации духовно-нравственного становления личности наших, ваших
да, воспитанников, учеников. И это описание модели воспитательной системы, ориентированной на формирование определенного ценностного отношения. Вот к той системе ценностей, вернее, на основе той системы ценностей, о которых я ранее говорила. Далее. Итак, какие программы воспитательной направленности в настоящее время мы реализуем? Обратимся в первую очередь к стандарту, да, и в рамках стандарта, федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования мы реализуем программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования. Далее мы будем аббревиатуру использовать. Программу формирования экологической культуры и здорового безопасного образа жизни. Вот об этой программе сегодня речь идти не будет. Это более такой организационный документ, да, направленный, может быть, предназначенный не столько для детей, да, сколько для взрослых. То есть это организация вот этой вот самой экологической культуры здорового безопасного образа жизни. Далее мы реализуем программы курсов внеурочной деятельности и программы развития классного коллектива. Где-то они есть, да, где-то классные руководители работают по плану. В общем-то, здесь нет противоречия. В рамках реализации стандартов основного общего образования мы реализуем в первую очередь программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования. Будем использовать аббревиатуру далее, программа ВИС. Также программа курсов неурочной деятельности и программа развития классного коллектива. Сразу хочу сказать, что про программы курсов неурочной деятельности подробно говорить сегодня мы не будем. Вообще организация внеурочной деятельности в школе, реализация программ курсов неурочной деятельности – это тема отдельного вебинара, да, отдельного разговора, очень важного разговора. В прошлом году, может быть, вы помните, да, может быть, кто-то из вас участвовал даже в этих семинарах, мы проводили серию мероприятий, конференцию межрегиональную, семинары, публиковали вопросы-ответы в журнале «Образование в Республике Коми» на самые актуальные вопросы организации внеурочной деятельности. Но, общаясь с педагогами, мы понимаем, что актуальность этой темы нисколько не уменьшилась. И в двух словах скажу, да, что программы курсов неурочной деятельности активно в настоящее время разрабатываются, реализуются. Программа курсов неурочной деятельности имеет свою структуру, да, она в стандарте основного общего образования прописана, состоит из 3 компонентов обязательно. И в настоящее время в рамках конкурсных мероприятий мы получаем большое количество программ курсов неурочной деятельности, и, надо сказать, качество их растет. Они становятся более качественные по содержанию, по оформлению, целевому назначению, поэтому этот процесс идет. Сегодня мы будем говорить более детально о программе воспитания и социализации на уровне основного общего образования. Программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся, конечно, они уже разработаны, да? Они уже реализуются, а многие образовательные организации находятся в стадии вот как раз-таки разработки программ воспитания и социализации, и, конечно, это, думаю, что будет более целесообразно говорить сегодня именно об этом виде программ. Программа духовно-нравственного развития и воспитания. Программа воспитания и социализации – это обязательная часть основной образовательной программы. Да? Далее ООП мы будем говорить. Любой общеобразовательной организации. Вы знаете, конечно же, что ООП разрабатывается каждой образовательной организацией самостоятельно, с учетом примерной основной образовательной программы. Что значит с учетом? Я уже говорила, мы можем какие-то положения этой примерной программы основной образовательной учитывать, а можем и не учитывать. Да? То есть мы можем опираться на нее, но не дублировать и не
воспроизводить полностью. Ну вот для помощи на этом сайте расположены основные образовательные программы вот, в помощь. Итак, в настоящее время в образовательных организациях реализуются различные программы, да, воспитания, в том числе с 1 по 4 класс, обратите внимание, да, в табличном варианте представляю, вот эти 4 вида программ воспитания, программа воспитательной направленности реализуется. Мы входим в реализацию, да, приступаем к реализации ГОС основного общего образования. И в 5, 6, 7 классах реализуются, да, по отношению к ним уже программы воспитания и социализации, программы курсов внеурочной деятельности, программы развития классного коллектива. Но есть еще школы, которые реализуют федеральный компонент государственного образовательного стандарта. И вот здесь, по старой памяти, да, пока еще реализуются тематические программы и проекты воспитательной направленности различные. Это привычные для нас. Программы социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Программы профилактики и коррекции девиантного поведения. Да, как правило, социальные педагоги, педагоги-психологи реализуют эти программы. Всевозможные психопрофилактические программы, программы гражданско-патриотического воспитания, там, экологического воспитания отдельно, программы этнокультурного образования и другие. То есть разнообразие этих программ большое. Необходимо понимать, что вот это разнообразие, да, будет уходить. И все эти разнообразные программы, которые вот здесь представлены, они должны встраиваться затем в программу воспитания и социализации на уровне основного общего образования и на уровне среднего общего образования. То есть вся та деятельность педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора, который зачастую работает по своим программам, она должна найти отражение в программе воспитания и социализации, в программе духовно-нравственного развития и воспитания. Да? Конечно, здесь возникает вопрос об аттестации, да, данных педагогических работников, потому что, как правило, в критериях, да, необходимо представлять собственную программу работы вот всех этих специалистов. Но я думаю, что здесь процесс тоже не будет стоять на месте, да, и программа воспитания и социализации, постепенно эволюционируя, она будет давать системное представление о работе каждого педагогического работника, и можно будет представлять именно ее. Ну и затем никто не отменяет ежегодные планы работы специалистов вышеуказанных. И следующий вот слайд к вашему вниманию. На основе программ вышеупомянутых ежегодно образовательные организации, да, к каждому учебному году разрабатываются на основе вот этих вот программ планы воспитательной работы всей образовательной организации, планы работы классных руководителей, то есть происходит такая детализация, планы работы педагога-организатора, старшего вожатого, педагога-психолога, социального педагога, педагога-библиотекаря, ну и других специалистов, которые реализуют основную образовательную программу. Здесь прошу принять во внимание то, что дополнительное образование, сфера дополнительного образования, если таковая в общеобразовательной организации имеется, она не входит в этот перечень. Да? Дополнительные образовательные программы не направлены, скажем так, да, на достижение целей основной образовательной программы, на реализацию ее. А программы курсов внеурочной деятельности направлены именно на это. Поэтому следует понимать и разграничивать дополнительное образование и внеурочную деятельность. Почему я говорю, что это тема отдельного разговора? Потому что здесь есть над чем подумать и над чем разбираться. И во многих образовательных организациях до сих пор
дополнительное образование и внеурочная деятельность, они находятся вот в такой неразрывной связи. Есть такие, да, моменты, их следует разграничивать. Ну и, как я уже сказала, создаются планы работы ежегодные. Что стоит еще сказать, что программа программа воспитания и социализации, программа духовно-нравственного воспитания и развития, она создается на уровень, разрабатывается, то есть с 1 по 4 класс, с 5 по 9 класс. Это системный документ, организационный документ. И, конечно, он не может учитывать всех тех нюансов, которые ежегодно, да, подлежат изменению. Программа может изменяться в какой-либо ее части, да, то есть в каких-то незначительных, непринципиальных ее частях, но конкретизация с указанием сроков, да, с указанием ответственных лиц пофамильно, с указанием каких-то конкретных форм, да, мероприятий, она конкретизируется, конечно, ежегодно в плане воспитательной работы, ну и всех вот представленных специалистов. Поэтому мы понимаем, создавая программу воспитания и социализации, к примеру, что всех нюансов мы учесть здесь не можем. Мы можем здесь заложить стратегические векторы и условия нашей воспитательной системы в школе. Дальше. Что еще очень важно понимать, что программы ДН, ВР и ВИС составляются с учетом культурно-исторических, социально-экономических, демографических и иных особенностей среды, запросов семей и других образовательных субъектов образовательного процесса. Ну, своими словами, в самом простом виде это означает, что вот ту структуру, да, которую нам задает стандарт, мы о ней сегодня будем говорить, мы должны соблюдать. Но содержание ее, формы и методы мы должны закладывать именно те, которые есть у нас в настоящее время. И учитывая запросы участников образовательных отношений. Ну, грубо говоря, да, совершенно в разных условиях работают городские школы, сельские школы, школы в отдаленных местностях, да, школы в крупных городах, то есть совершенно разные условия, разные запросы. И, конечно, эти программы абсолютно будут, не абсолютно, но они могут существенно друг от друга отличаться. И это есть как раз то благо, да, которое нам дает принцип вариативности этих программ. То есть они могут быть разные. И составляя их, вы смотрите на тот шаблон, да, на то, что нам представляет программа, примерная основная образовательная программа, и там буквально на 40 страниц текста нам предлагается, что в нашей программе воспитания должно быть. Чтобы мы понимали, не все из того, что предлагает основная образовательная программа, должно потом перетечь в нашу. Потому что, когда мы анализируем эти программы, очень много теоретических выкладок, очень много общих слов, общих фраз, ненужных, да, загружающих нашу программу. Их не нужно оттуда переписывать, да, в большом количестве и перенимать. Это должна быть достаточно конкретная, да, конкретный системный документ, который любой человек, который не знаком с вашей спецификой, который открывает ваш сайт, смотрит вашу основную образовательную программу как главный документ, да, в соответствии с которым вы реализуете свою деятельность, на основе которого реализуете свою деятельность. Он смотрит и понимает, что вы делаете, зачем вы делаете, да, какой результат вы хотите, каким образом вы это замеряете, да, каково содержание вашей работы. Все вот это вот как бы лирика, да, общетеоретическая, она должна быть минимизирована. Следующее, о чем
нужно сказать, это мы перейдем к структуре программы воспитания и социализации в соответствии с стандартом основного общеобразования. Именно эту программу предлагаю сегодня более детально рассмотреть, потому что вот с начальным общим образованием как-то немножечко подразобрались, а здесь пока еще мы в процессе, да, создания этих программ. Вот эту структуру программы нам рекомендует стандарт, утвержденный, опять же говорю, приказом, повторяю. Что должно быть обязательно в нашей программе воспитания и социализации? Это цели и задачи определенные. Причем цели и задачи вспоминаем, да, мы можем определять, исходя из нормативных актов, которые есть у нас в сфере воспитания, определяем из тех личностных, да, результатов стратегических, исходя из портрета выпускника основной школы, да, цели, задачи определяем. Второе, направление деятельности. По направлениям деятельности. Вот в стандарте они заявлены буквально так, как вы видите. Исходя из этого, можно понять, что всего 4 направления, как будто бы, да, заявляет наш стандарт: профессиональная ориентация, здоровье-сберегающая деятельность, формирование экологической культуры, вот, духовно-нравственное развитие. На самом деле этих направлений не 4, да, их гораздо больше, и об этом мы будем далее говорить. То есть это основные большие блоки, в рамках которых, которые затем конкретизируются. Третий пункт, который обязательно должен быть, это описание содержания видов деятельности, форм занятий обучающихся по каждому из направлений духовно-нравственного развития. Тоже понятно, да, каким образом его отображать, это содержание видов деятельности, посмотрим. Должны быть отображены формы индивидуальной и групповой организации профориентации обучающихся. Ну вот такое по каждому из направлений не будем, да, а должны понять, что профессиональная ориентация обучающихся – это отдельное, очень мощное, обязательное направление в наших программах воспитания и социализации. Надо сказать, что вот из тех программ, которые мы видим на данный момент, не во всех это направление выделяется как отдельное самостоятельное. Иногда можно заметить небольшие какие-то включения в рамках там экологического воспитания, там, патриотического воспитания, но мы должны понимать, что профориентация в настоящее время – это очень важный момент, очень серьезный блок, и ему в ваших программах должно быть уделено особое внимание. То есть указание форм, методов профориентационной работы по классам. То есть в каком классе, какая форма профориентационной работы, вид профориентационной деятельности мы реализуем, какие методики, да, то есть диагностическая деятельность, какие мероприятия мы проводим. И понимаем, да, что логика профориентационной деятельности, она выстраивается в соответствии с возрастом. То есть если на уровне основного общего образования с 5 по 9 класс мы понимаем, что профориентационная деятельность в 5 классе она направлена на одно, да, и в 9 классе это уже совершенно другая профориентационная деятельность. И это в программе воспитания и социализации должно быть отображено, должно быть понятно, каким образом вы осуществляете ее и организуете. Дальше. 6-й пункт, не 6-й, 5-й. Этап организации работы в системе социального воспитания. Описание совместной деятельности организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного образования. Все-таки
здесь очень важно понимать, да, что зачем он нужен, эта часть, да, программы воспитания и социализации, что школа не работает в отрыве от социума. Школа может быть социокультурным центром, она может быть равным партнером, да, частью вот социокультурных взаимоотношений, что школа – это открытая система, и обязательной частью и направлением работы по вот воспитательной работы, да, в организации воспитательной системы школы, очень важный момент отводится именно социальному партнерству и так называемое социальное воспитание. И эта деятельность также должна быть отображена в ваших программах воспитания и социализации. Ну, вот как показывает последний опыт, да, просто схемой взаимодействия с партнерами здесь не удастся обойтись. Да? То есть здесь нужно описание взаимодействия. Вот прямо в стандарте сформулированы как этапы организации работы в системе социального воспитания. То есть такая описательная часть, а не просто схематичное изображение тех структур, с которыми мы взаимодействуем. Далее. В программе воспитания должны быть отображены формы организации педагогической поддержки, социализации обучающихся по каждому поддержки социализации обучающихся, давайте так скажем, да, вычленяем самое главное. Что такое педагогическая поддержка, социализация обучающихся? Как будто бы на первый взгляд это могло означать, что педагогическая поддержка должна быть организована в отношении тех обучающихся, кому это особенно необходимо. Но на самом деле педагогическая поддержка должна быть организована и гарантирована и доступна всем обучающимся. Каким образом, да, это можно организовать? Потому что, общаясь с педагогами, опять же, понимаем, что не всегда это понятно, каким образом это сделать. В самом простом виде это могут быть система консультирования, да? То есть в каждой образовательной организации должно быть предусмотрено процесс консультирования, да, по различным вопросам, по правовым, да, по социально-психологическим, да, вопросам, по социально-педагогическим вопросам, поддержка, консультирование по предметам, положим, да, консультирование, работа службы школьной медиации здесь возможно отобразить. Да, то есть все то, что реализуется на самом деле в школе в рамках поддержки социализации обучающихся, это здесь должна быть описана, да, или хотя бы вот перечислены формы этого процесса. Следующий очень важный момент, и он нам заявлен как обязательный, это описание модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового, безопасного образа жизни, профилактику употребления психоактивных веществ, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и так далее. Вот когда мы разговариваем, например, с социальными педагогами о том, каким образом их деятельность может быть отображена в рамках программы воспитания и социализации, так вот это тот самый пункт. То есть, каким образом в школе выстроена система профилактики, да, употребления психоактивных веществ, девиантного поведения, система адаптационной, реабилитационной работы, вот это здесь возможно, да, отдельным блоком представить эту работу. Далее отдельно выделено описание деятельности в области экологического здоровья, сберегающего образования. Ну, экологическое направление мы увидим, да, экологическое воспитание, образование, оно отдельно выделяется. Критерии показателей эффективности деятельности.
И 11, это вот я бы их совместила вместе, представляла в программе мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. Что это значит? Это значит, что любая программа, каждая программа, которую вы реализуете, разрабатываете, реализуете, программа воспитания и социализации, должна содержать блок мониторинга. Вот то, о чем я говорила в самом начале, да, если у нас заявлены результаты, а вот обратите внимание, 12 пункт, который нам стандарт обязует нас учитывать при разработке нашей программы воспитания и социализации, планируемые результаты, я бы их вынесла вообще в самое начало, да, как ориентир. Планируемые результаты по каждому из направлений деятельности по воспитанию. Если мы заявляем эти результаты, то мы должны понимать, что каким-то образом эти результаты необходимо замерять, да, чтобы понять, достигаем мы их или нет, либо мы в процессе этого. Поэтому, еще раз, да, повторю, чтобы уложилось, программа воспитания и социализации является неотъемлемой, обязательной частью основной образовательной программы вашей школы, а мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации является обязательной частью вот этой самой программы воспитания и социализации. Вот такая вот матрешка. По направлениям деятельности, что можно сказать по программе МИС? Обязательные, ну, скажем так, не будем говорить обязательные, да, но вот те направления, которые вытекают из личностных результатов, для того, чтобы нам их достичь, вот такие направления деятельности можно определить в рамках реализации воспитательной деятельности в школе. Конечно, это в первую очередь гражданско-патриотическое воспитание. И первый, самый главный, да, личностный результат, на который мы работаем в рамках нашей деятельности, это гражданско-патриотическое воспитание. Ну вот я бы сюда отнесла и правовое, да, потому что оно встречается в разных вариациях. Гражданско-правовое воспитание и патриотическое, просто правовое, да, гражданско-патриотическое и так далее. То есть разные вариации возможны, но вот это направление обязательно. Нравственное и духовно-нравственное воспитание. Очень интересный момент, который могу рекомендовать, да, для того, чтобы понять, чем, например, нравственное и духовное воспитание друг от друга отличается, потому что, ну, вот, понимаем, да, что какие-то понятийный аппарат еще не устоялся у нас, да, и мы, может быть, говорим об одном, нравственное воспитание, да, а каждый понимает по-разному. Ну вот в качестве рекомендации могу предложить посмотреть статью Андрея Александровича Остапенко, который как раз-таки говорит о что такое нравственное, что такое духовное воспитание, чем оно друг от друга отличается. Да? Статья так и называется «Духовное или нравственное воспитание». В интернете можно ее набрать и посмотреть. В общем, духовное и нравственное воспитание. Воспитание положительного отношения к труду и к творчеству. Очень важное направление, которое вот из того мониторинга, который мы делаем, да, из того анализа, который мы делаем в рамках конкурсных мероприятий и не только, мы понимаем, что вот это направление трудового воспитания одно из таких болевых, что ли, точек, когда трудовое воспитание в настоящее время сводится к полной его теоретизации. То есть трудовое воспитание реализуется в рамках конференций, там, проектов, профориентационной работы. Да, сюда относят всю профориентацию, например, встречами и беседами с людьми, то есть вот самого конкретного непосредственного труда, как физического акта, вот его как-то маловато, да, все меньше и меньше. Мы понимаем, да, что мы работаем в определенных условиях, но тем не менее на этот факт стоит обратить внимание.
Интеллектуальное воспитание, да, в каких формах оно может быть реализовано, здоровье-сберегающее воспитание, культура безопасности, культура творческое и эстетическое воспитание, то есть оформление кабинетов, оформление праздников, оформительская работа, там, вот оформление сайта, да, школы, территории школы, площади, внешней и так далее. Это все элементы эстетического воспитания, в рамках каких предметов это эстетическое и культуротворческое воспитание возможно. Вот здесь большое тоже поле для размышлений, каким образом это все оформляется, да, и что здесь представлять. Конечно, воспитание семейных ценностей, да, традиционных семейных ценностей, как отдельное направление работы, экологическое воспитание, формирование коммуникативной культуры. Вот это примерный перечень направлений деятельности. Опять же, хочу сказать, что это не догма. Мы можем варьировать, да, эти направления, ну вот для того, чтобы опереться, можно обратиться к этому списку. И, конечно, отдельное большое, очень важное направление, которое, на мой взгляд, должно быть отображено в программе воспитания, это работа с родителями. Причем прошу внимание обратить на то, что работа с родителями выстраивается в двух, скажем так, ипостасях, да, в двух направлениях. Это просвещение родителей и партнерское взаимодействие с родителями. Просвещение родителей, я думаю, что согласитесь со мной по ту сторону экрана, что родительство в общем своем, да, понимании, оно в настоящее время нуждается в повышении компетентности своей, да, знаний своих в области детско-родительских отношений, в правовых, да, каких-то нормах не очень просвещено. Поэтому многие образовательные организации, педагогические коллективы, понимая, что это та реальность, в которой мы в настоящее время работают, как само собой разумеющиеся, разрабатывают отдельные, предположим, да, блоки под программы работы с родителями, разрабатывают проекты по просвещению родителей, целенаправленно формируя и воспитывая, да, родителей в тех же самых вот духовно-нравственных ценностях, которых мы воспитываем детей. И в то же время с родителями необходимо выстраивать партнерские взаимоотношения. Именно родители входят в наши управляющие советы, в наши попечительские советы. Они являются партнерами при организации проведения мероприятий, общешкольных, да, классных мероприятий. К ним мы обращаемся в рамках учебной деятельности. Поэтому, конечно, работа с родителями – это отдельно очень большое направление. И оно не должно сводиться, конечно же, и не сводится, я уверена в этом, к собраниям, да, в рамках работы классного руководителя или к общешкольным собраниям. Ну вот то, что касается направлений работы. Каким образом оформляется каждое из направлений деятельности? Я представляю вам вот эту таблицу, я думаю, что вы ее все знаете. Взята она из примерно основной образовательной программы, и она предлагалась нам как вот пример оформления вот, деятельности по каждому из направлений. Ее можно взять за основу, но в настоящее время мы понимаем, что это не догма, да, и мы берем, вернее, выстраиваем, вот формируем свою программу так, как нам кажется более целесообразным. Поэтому я вам представляю два варианта, каким образом можно вот в настоящее время оформлять и отображать содержание работы по программе. Вот, к примеру, да, то, чего в настоящее время редко мы можем встретить, берем мы, предположим, гражданско-патриотическое воспитание. Вот тут, да, как основное направление, главное направление, в рамках которого мы работаем, и все
да, вся образовательная деятельность, она должна работать на этот воспитательный, на этот личностный результат. Это вот гражданско-патриотическое воспитание. И вот таким образом может выглядеть эта таблица. Да? То есть мы понимаем, что содержание деятельности можно разбить по классам, вот как нам в предыдущем варианте предлагается, а можно сгруппировать вот на 2 класса, на 3 класса, как сделано это здесь. Это, кстати сказать, вариант одной программ воспитания и социализации. В прошлом году мы проводили межрегиональный конкурс на лучший опыт неурочной и внеклассной деятельности. И вот это вариант, который нам предлагает победитель, один из победителей этого конкурса. Вот такой вот вариант оформления программы он предлагает. Задачи воспитания и социализации в рамках направления обозначены. Обратите внимание, они взяты откуда? То есть это те личностные результаты из тех 11 личностных результатов, которые заявлены в стандарте, о которых мы уже говорили. Что интересно, да, в рамках вот этого, в рамках вот этого варианта, да, по этому варианту. Здесь мне не удалось сжать настолько, чтобы поместилась вся таблица, да, но я потом скажу, где эту программу полностью можно увидеть и найти. Потом скажу. Значит, здесь авторы предлагают разбить деятельность по формированию, да, по гражданско-патриотическому воспитанию, разбить на виды деятельности и представить, каким образом реализуются, достигаются эти результаты, эти личностные результаты и задачи в рамках урочной деятельности, в рамках внеклассной деятельности, но они это называют не классной, но это вот воспитательной, собственно, работы. И там третья таблица, которая, к сожалению, не видна, это воспитание гражданско-патриотическое в рамках внеурочной деятельности. Это, на мой взгляд, очень такой интересный подход. Он заслуживает внимания, потому что, как правило, в наших программах воспитания и социализации мы вот в общем, да, описываем всю работу, которая делается в рамках этого направления. И не совсем понятно, например, классному руководителю, какова его роль, когда он будет составлять на основе вот этой вот программы свой план работы на год. Да? Не совсем понятно, каким образом подключается к реализации этого направления педагоги-предметники, а какие именно педагоги-предметники. Вот по гражданско-патриотическому направлению. В рамках урочной деятельности в каких предметах можно это делать? Конечно же, это в первую очередь русский язык, литература, да, обществознание, история. И здесь, конечно, не представлено, но тем не менее было бы хорошо, если бы еще здесь дополнилась эта таблица темами, да, темами по тому или иному предмету, в рамках которых можно целенаправленно реализовывать гражданско-патриотическое воспитание. Ну вот здесь предлагается практикум по составлению плана школьного участка, описание природного комплекса своей местности по географии написание эссе это в рамках русского языка и литературы, также обсуждение ситуации современных событий республики, это в рамках обществознания и так далее. Опять же, разбито по блокам, да, какая работа реализуется в рамках воспитательной работы, да, непосредственно, и какая деятельность реализуется в рамках внеурочной деятельности, какая работа, какие мероприятия, причем с указанием форм деятельности. Я чуть позже в конце вебинара скажу, где можно будет посмотреть и взять для себя на вооружение вот
эти программы, о которых я сегодня буду говорить. Да? Ну, другой вариант, который я могу предложить вот в качестве примера, да, это опять же победитель прошлого года, программа воспитания и социализации средней школы номер 1, да, почему-то здесь у меня отображено, города Печоры. И вот я сейчас вашему вниманию эту программу представляю. Да? Школа номер 2 города Печора. Вот каким образом предлагается оформлять по содержанию вот по гражданско-патриотическому воспитанию. Здесь данная организация пошла вот таким путем. По классам определили планируемые результаты деятельности и содержание работы затем представлено. То есть вот это все целевой блок, да, вот до сих пор это цели, то есть что именно формируем. И далее содержание работы. Описаны виды деятельности в рамках уроков. Да, вот тут видим тоже уроки обществознания, что именно формируем на уроках обществознания в данном направлении, на уроках русского языка, литературы, какие мероприятия реализуются в рамках данного направления, вот как День Конституции, военно-патриотические мероприятия, проекты, в рамках Дня народного единства, какие классы. Я с этого компьютера запущу. С этого компьютера запущу. Вообще это все. Впервые такая проблема. Да, страшно. Это нужно все открыть, да, заново? Или... Да, презентацию, открыть 2 документа. Сейчас. То есть куда смотреть теперь? Ну да, я думаю, что он очень долго включаться. Заклеено. Нет, я включил. Камеру? Вот это? Да. И еще интернет надо мне открыть. Интернет? Браузер? Да.
Уважаемые участники, уважаемые коллеги, мы продолжаем. И так, остановились мы, сейчас скажу. Остановились мы на формах, да, формах оформления планов. И я обращалась к одному из документов, представляла вашему вниманию документ гимназии школы номер 2 Печоры, города Печоры. И мы рассматривали, каким образом можно оформить, да, непосредственно содержательную часть программы воспитания и социализации. Вот предлагала я к вашему вниманию обратиться вот к плану этой школы, да, программе этой школы. Опять же хочу подчеркнуть, что это всего лишь вариант, то есть это ни в коем случае мы не призываем к тому, чтобы брать и копировать, да, но как материал для размышления это вполне себе возможно. Ровно так же оформлены содержание работы, знания, умения, да, и компетенции, да, которые формируются в рамках этого направления, определено содержание, определены виды и формы занятий, то есть перечислены в рамках какой урочной деятельности, какая внеурочная деятельность осуществляется по данному направлению и какие воспитательные, собственно, мероприятия необходимо провести для того, чтобы достигнуть этой цели. Ну вот здесь как бы это в виде перечисления как на все классы с 5 по 9 класс. Есть общие мероприятия, есть разделенные мероприятия по классам, да, по 5, 6, 7, да, 8, 9. Есть вот в таком виде представлены эти содержания этих мероприятий. Да. Опять же, возвращаясь к мероприятиям, я уже говорила о том, что огромное количество мероприятий заявляется в наших программах. И еще раз хочу подчеркнуть, что целевое назначение этих мероприятий нами, как педагогами, как организаторами педагогического процесса, оно должно быть определено и очень четко. Мы должны понимать, что мы формируем, на какой личностный результат работаем, в рамках какого мероприятия. Те же самые дискотеки, да, праздники, проекты, все наши классные часы беседы, организованные диспуты. Да. Что касается концертных мероприятий, да, вот концерты, экскурсии, они все должны работать на какой-либо определенный результат. Да. И все досуговые мероприятия, они также должны иметь в себе воспитательный потенциал. Поэтому, говоря о том, что мы реализуем огромное количество мероприятий, мы должны помнить, что мероприятие – это хорошо, а вот образовательное событие – это еще лучше. Когда событие, как событие, да, является значимым событием в жизни ребенка. И проводя конференцию, 22 ноября прошла Всероссийская конференция по вопросам духовно-нравственного патриотического воспитания детей. Наши педагоги, нашей республики говорили, представляли огромное количество, вот опять же, большой опыт проведения различных мероприятий. И все как один, они говорили, только в том случае мероприятие станет событием, когда оно эмоционально окрашено, когда оно значимо, когда оно доходит, и когда оно действенно, то есть меньше теории, больше практических действий со стороны самих детей.
Но это я уже вот так отступаю, да, от программности и призываю к тому, чтобы мероприятий было не так много, да, как мы заявляем на данный момент, чтобы они были комплексными, многоцелевыми и очень четко определены по своему целевому отношению. Ну вот здесь трудолюбие, воспитание, да, трудолюбие и трудовое воспитание. Ну, я думаю, что общий принцип вы поняли, каким образом можно оформить, вот как вариант оформления этих программ. Что еще нам необходимо знать? Я хочу сказать, что в конце, ближе к концу наших, а вообще-то может быть и сейчас, давайте сейчас сразу скажу, да, где можно посмотреть вот те программы, которые были на данный момент заявлены. Да. Я хочу обратить ваше внимание на портал «Открытое образование в Республике Коми». Есть у нас такой портал, создан и уже функционирует. Институт развития образования сопровождает этот портал, и я покажу, каким образом через наш институт, да, через сайт института выйти на вот этот вот образовательный портал «Открытое образование в Республике Коми». Здесь справа есть такой баннер «Открытое образование в Республике Коми». Вы видите сайт, адрес сайта этого портала. Здесь мы видим раздел «Лучшие практики». Лучшие практики нынче формируется очень активно этот раздел, и здесь представлены лучший педагогический опыт системы образования Республики Коми. Все наши материалы конкурсных мероприятий, то есть конкурсные работы победителей республиканских конкурсов педагогического мастерства размещаются здесь, на этом портале, в разделе «Лучшие практики», для того, чтобы вы могли воспользоваться этим материалом в своей работе. Поэтому вы вводите, видите, здесь система фильтров, вы вводите наименование, да, программа, предположим, да, и показать. И вам дают, программа выдаст все виды программ, которые в настоящее время в этой системе существуют, да, и размещены, и вы можете брать и пользоваться ими как методическим материалом для разработки своих собственных программ. Так вот, обе эти программы, о которых я говорила, да, победители прошлых лет, они размещены вот на этом портале. Вы вводите в фильтре программы воспитания, да, вводите, предположим, муниципалитет вот Печора, и выходит вам Печорский район, да, Печора, и выходит фильтр, отбирают программы, которые на данный момент здесь присутствуют. Так, это я сказала. Дальше, возвращаясь к нашим программам воспитания и социализации, что необходимо нам знать? Следующий момент, направление, варианты. Итак, как я уже упомянула о том, что если мы заявляем результаты, а личностные результаты мы заявляем, мы целенаправленно их достигаем, формируем, то нам необходимо понимать, каким образом мы будем замерять, оценивать эти результаты. Ведь если они заявлены, значит, каким-то образом нам нужно понимать, достигаем мы их или нет. Итак, обязательной частью программы воспитания является мониторинг воспитательной деятельности. Формами оценки, формами мониторинга, да, то есть каких два блока возможны в этом мониторинге. Во-первых, мониторинг направленный на оценку эффективности воспитательной деятельности образовательной организации. Что это значит? Сюда входит оценка кадрового потенциала, да, то есть кто непосредственно реализует воспитательную работу. То есть это, возможно, статистический учет, да, классных руководителей, специалистов в области воспитания, а таковыми мы называем с этого года, да, принят в этом году, в январе 2017 года, принят стандарт
специалиста, профессиональный стандарт специалиста в области воспитания. Это к ним мы относим социальных педагогов, педагогов-организаторов, старших вожатых, педагогов-библиотекарей и тьюторов. Да? Вот такой блок специалистов мы называем ныне специалисты в области воспитания. И здесь мониторим, да, каков наш кадровый потенциал, каковы наши материально-технические условия, какие наши средовые условия, в которых мы реализуем нашу деятельность, все ли в достатке, да, если нет, то какие проблемные зоны есть. Это нужно для определения вот как раз-таки тех ресурсов, которые у нас есть, для того, чтобы мы могли эффективно выстраивать свою систему, чтобы мы понимали, что нам, какова зона ближайшего развития, да, над чем нужно работать, аудиторный фонд, библиотечный фонд, да, цифровые ресурсы, какие у нас есть или имеются и так далее. И второй блок мониторинга воспитательной деятельности, это самый важный блок, индивидуальное или групповое обследование, нацеленное на оценку индивидуального прогресса, то есть оценка тех самых личностных результатов обучающихся. Мы должны помнить, что организуя вот тот самый мониторинг и оценку личностных результатов, что личностные результаты не подлежат формализованному итоговому контролю и аттестации. То есть нет никакой общей, да, вот как ОГЭ, ЕГЭ, это вот формализованная итоговый контроль и аттестация, вот таких методик нам предложено не будет, да, и этого не заложено. Да. Формами фиксации результатов оценивания должны стать заключения по эффективности воспитательного процесса образовательной организации, ну и психолого-педагогическая характеристика или портфолио учащегося. Мониторинг, еще что нам нужно знать и помнить, то, что вот этот вот самый мониторинг, да, то есть оценка индивидуального прогресса обучающихся может стать, я бы так сказала, да, основой для решения следующих задач. Вот результаты, те, которые мы получаем, они могут служить для ориентации родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в возрастных и индивидуальных особенностях развития ребенка. То есть вот те результаты оценочных процедур, да, в результате оценочных процедур, которые мы получаем, нам можно использовать в работе с родителями. Нам можно использовать для составления рекомендаций по коррекции всевозможных трудностей, да, обучающихся. То есть что значит? Предположим, мы провели какую-либо методику оценки уровня нравственной воспитанности на классе. Ни в коем случае и никогда нельзя эти результаты индивидуальные, да, обнародовать и афишировать. То есть, если результаты ЕГЭ, предположим, по предмету у нас вывешиваются, то есть они общедоступны, в общем-то, да, и из этого не делается секретов, то результаты в рамках вот оценочных процедур по выявлению нравственной воспитанности там, или других показателей, да, они не разглашаются и могут быть использованы только вот при работе с родителями в обобщенном виде, максимум по классу, да, мы обобщаем, и мы понимаем, что у данного класса уровень нравственной воспитанности высокий, низкий, средний, там оптимальный уровень, ну, смотря по методике. По классам, по параллелям в школе, а республиканский мониторинг обобщает и делает выводы по муниципалитетам, по республике в целом, да, в отношении классов. Поэтому мы должны это помнить, и ни в коем случае никогда нам нельзя говорить, что вот что-то у тебя, Петров или Иванов, низкий уровень нравственной воспитанности, это плохо. Да? Эта информация прежде всего в обобщенном виде используется для организации педагогической деятельности. Итак, я могу предложить вам в качестве, самое главное, да, что происходит, да, в организации этого мониторинга, нам нужно понять, что
процедуру, критерии, показатели и методы оценки личностных результатов образовательная организация определяет самостоятельно. То есть нигде не написано и никто не скажет вам, по какой методике нужно замерять, во-первых, что именно замерять, да, то есть самое сложное в определении, вот выстраивании процедуры мониторинга, самое сложное, на мой взгляд, это определение вот тех самых показателей, что мы замеряем. Потому что если мы посмотрим на личностные результаты, они достаточно в общем, то есть это не конкретная какая-то черта личности или характеристика, там, дружелюбие, да, или трудолюбие. Это мы понимаем, да, в контексте таких направлений, которые мы реализуем, что именно это надо замерять. Но вот что замерять, сами показатели, сами критерии, процедуру и методы оценки личностных результатов образовательная организация определяет самостоятельно. Поэтому это очень достаточно сложная, тщательная работа педагогического коллектива и администрации образовательной организации, которые должны определить самостоятельно, что же будет предметом мониторинга. Ну и какие методики, да, с помощью чего, какой оценочный инструментарий можно использовать для организации мониторинга в школе. Это воспользоваться стандартизированными методиками, опросниками, тестами, которые в большом количестве в настоящее время есть. Да. Это особая процедура оценивания, да, как портфолио учащегося, и многие школы идут именно этим путем, разрабатывают положение о портфолио. Но здесь очень важно помнить также, что портфолио само по себе, да, как инструмент, оно будет работать в том случае, если вот не само по себе портфолио, вот эта папка, да, с наполненными там материалами будет ценна, а для чего она в дальнейшем, то есть будет ли возможность презентации этого портфолио, да, будут ли возможности представить это портфолио, например, при получении профессионального образования каким-то образом, либо это будет рейтинг какой-то тех же самых портфолио, да, какова процедура награждения, то есть поощрения за что, да, чтобы в это портфолио что-то вложить. То есть это тоже достаточно такая, кажется, что легко достаточно организовать, но это непросто, и об этом тоже надо думать. И многие школы, которые по пути портфолио идут, как оценочная процедура, они, в общем-то, сталкиваются с этим и с необходимостью тщательно продумывать деятельность в этом направлении. Педагогическое наблюдение как форма оценки личностных результатов. Когда мы говорим о педагогическом наблюдении, оно хорошо в каком случае? Все знаете, да, что результаты, личностные результаты, они подразделяются по 3 уровням. Ну вот мы просто так скажем, что первый уровень – это знаниевый, второй уровень отношенческий, третий уровень поведенческий. Ну вот говоря, например, о трудолюбии, да, и о трудовом воспитании, например, знаниевый уровень достижения личностного результата – это главное, да, вот формирование знаний о труде. То есть и замерить-то его достаточно легко. Например, любой тест, что такое труд, да, какие виды труда вы знаете и так далее. То есть это тестовый знаниевый уровень, первый, самый простой, сформировать знания о той или иной ценности. И замерять его достаточно просто. Отношенческий уровень, то есть уровень принятия той или иной ценности, как ребенок будет относиться к этой ценности. Также существуют различные методики, чаще всего это вот опросники, да, и тесты педагогические, социально-педагогические, психологические, по уровню сформированности тех или иных психических процессов и отношения к тем или иным явлениям, да, то есть он принимает, насколько принимает ребенок ту или иную ценность, да, я знаю, что такое труд, там дружба, предположим, я понимаю, что это важно, я отношусь к этому хорошо, но насколько ребенок это в повседневной деятельности, да, в поведенческий уровень, насколько у него сформирован
это уже другой вопрос. И каким образом его замерять, это вот сложный достаточно уровень, и здесь в первую очередь, конечно, это педагогическое наблюдение. Но педагогическое наблюдение будет в том случае методом оценки, если это будет стандартизированное педагогическое наблюдение, да, специально организованное. И существуют сейчас, вот в настоящее время уже разрабатываются карты наблюдений, журналы наблюдений, когда, например, класс в течение года учебного, да, раз в четверть, предположим, ну или в крайнем случае раз в полгода, по полугодиям заполняет на каждого своего ученика, воспитанника журнал с определенными критериями. Конечно, метод педагогического наблюдения достаточно субъективный, потому что учитель самостоятельно оценивает поведение на свой взгляд, поведение ученика. Ну вот, к примеру, да, соблюдает правила, там, дружелюбен. Вот что есть такой показатель, предположим, в этой карте наблюдения, это не очень объективный показатель, дружелюбен. А вот если, например, здоровается, да, использует вежливые слова, предположим, если это оцениваем поведение, да, помогает там товарищам, выполняет поручения ответственно, добросовестно. Вот это уже более какие-то объективные показатели, и чем более объективны эти показатели в карте наблюдений, тем педагогическое наблюдение будет более объективно и информативно. Что хочу, вот к чему вернуться. В качестве примера хотела я предложить вам мониторинг программы воспитания и социализации учащихся на уровне основного общеобразования в гимназии иностранных языков города Ухты. Она является пилотной площадкой по реализации в гососновного общего образования, и они идут вот на год, на два вперед. Поэтому у них это все тщательно было отработано, и вот мониторинга, да, он представлен вот в этой вот методических рекомендациях технологии объективной оценки учебных и воспитательных достижений учащихся. Есть у нас такая разработка, в институте ее можно приобрести, и в прошлом году, в 2016 году, когда институт участвовал в реализации мероприятий федеральной целевой программы развития образования до 2020 года, вот как раз таки были эти методические рекомендации разработаны, поэтому они в печатном виде есть, их можно приобрести. Что я хочу вот показать, да, в качестве примера. Как я уже говорила, самый сложный вопрос – это определение показателей, да, что замеряем. Так вот, гимназия иностранных языков предлагает, для себя выработала вот такие параметры исследования, показатели, и каким образом они это замеряют. Это тоже в качестве примера. Я понимаю, что не все образовательные организации смогут вот таким образом подключиться к мониторингу и организовать его у себя таким образом, но определенные мысли возникают, да, в этом направлении. Итак, что замеряем? Формирование общественной направленности подростков, то есть это исследование блок 1, социальное развитие учащихся. Замеряют формирование общественной направленности подростков с помощью вот таких вот, да, упражнений. Но упражнения не называют это упражнение, на самом деле это либо тесты, либо определенные методики. Эмоциональное благополучие подростка в школьном коллективе, уровень тревожности замеряется, сформированность представления о нравственном идеале человека, определенная методика, формирование интереса к своей личности, формирование познавательных интересов, вот блок 2, да, нравственное развитие учащихся, блок 3, исследование отношения школьников к учению, к труду. То есть они идут по направлениям, по каждому из главных, основных направлений воспитательной работы сформированы показатели, которые замеряются. Формализм в усвоении школьных знаний, да, исследуют, насколько это актуально.
исследование экологической культуры и культуры здоровья учащихся, исследование эстетического развития учащихся. Ну вот в качестве примера. И далее полностью процедура мониторинга, она показана, да, представлена. Поэтому для тех, кому это было бы нужно, интересно, вот данные методические рекомендации, они разработаны и для вашего использования, да, для вашего внимания представляются. Далее, что еще необходимо знать, говоря о мониторинге? Что я бы хотела сказать в завершении? Вот мы уже завершаем текущего слайда. Завершаем наш вебинар, и что нужно знать? В республике проводится мониторинг результатов воспитательной деятельности. Проводим его мы. И я думаю, что вот те, кто по ту сторону экрана сидят, непосредственно знают об этом мониторинге как участники его. Конечно, очень разные отношения к данному мониторингу мы видим, но хочу объяснить основную его идею и смысл. Этот мониторинг проводится с 2011 года, то есть уже достаточно времени, и он в последние 2 года существенно изменился. Если ранее мониторинг содержал блок также исследования кадровых ресурсов, да, то есть организационный блок, то есть исследовалась организация реализации воспитательной работы в школах, то в прошлом году произошло существенное изменение программы мониторинга, и мы убрали весь организационный и оставили только часть, которая направлена на изучение личностных результатов обучающихся. Вот представлены на слайде, и какой параметр, основной показатель мы определили для изучения в рамках этого мониторинга. Это показатель нравственно-этической ориентации обучающихся. Определили мы классы, да, то есть так как нам нужно сделать республиканский мониторинг, составить картину, определены классы, нам нужно сделать замеры по уровням достижения результатов, то есть подобраны методики по изучению нравственно-этической ориентации на измерение знаниевого уровня отношенческого и поведения. И отношенческого, да, то есть на поведенческий уровень мы не замахиваемся, это педагогическое наблюдение, это то, что можете сделать вы на своих местах. Конечно, мониторинг идет достаточно сложно, да. Почему? Потому что это очень трудоемкая работа, и мы себе в этом отчет, потому что вот те методики, которые представлены, конечно, мы получали еще такую обратную связь, что это не методики, может быть, не вполне соответствующие тем реалиям, в которых мы в настоящее время существуем. Но вот хочу объяснить, почему именно эти методики выбраны. Для проведения республиканского мониторинга нам необходимо было подобрать именно те методики, которые замеряют определенный нами показатель, то есть уровень нравственной воспитанности, и они являются валидными, серьезными, обоснованными и апробированными. То есть из таких методик мы обратились в первую очередь, конечно, к разработанным в периоде, потому что новейших методик, да, их вот на данный момент к ним нужно очень тщательно отнестись каким-то образом и подбирать. Конечно, стоит сказать, что мониторинг результатов воспитательной деятельности, он продолжится в следующем году, но он серьезно изменится. Изменится выборка, то есть это будет не тотальный мониторинг, а выборочный по конкретным образовательным организациям, и изменится инструментарий, то есть те методики, которые будут замерять уровень нравственной воспитанности, нравственно-этической ориентации, они будут другие. Ну вот в прошлом году и в этом году мы предлагали к
качестве инструментария именно вот эти методики, которые у вас на слайде представлены. Они вам даны, я думаю, что так как мониторинг тотальный, в ваших образовательных организациях они также присутствуют, полные методики с инструкциями, с ключами, да, с интерпретацией результатов. Поэтому самое главное значение этого мониторинга, на мой взгляд, это то, что вы, ваши образовательные организации, имеете возможность получить вот тот самый ценный материал, да, об уровне нравственной воспитанности ваших четырехклассников, 6, 8 и 10-классников. Конечно, это процесс сложный, трудоемкий, и мы это понимаем. Да, и мы вас благодарим за участие в этом мониторинге, за ваше добросовестное отношение к нему. И понимаем, что это в первую очередь материал для вас, да, для ваших коллективов педагогических. Поэтому результаты прошлого года, они обнародованы на сайте Института развития образования, представлены на коллегиях образователей Министерства образования. И в этом году, вот сегодня мы завершаем сбор материалов и приступаем с следующей недели к анализу результатов этого года. В завершении, что я хочу сказать, еще раз напомнить о том, что существует портал «Открытое образование в Республике Коми». Мы приглашаем к его освоению. В данном случае, в данный момент он активно пополняется, развивается и будет, да, активно функционировать в следующем году. И раздел «Лучшие практики» к вашему вниманию также. Еще раз скажу, что мы, Институт развития образования, Центр развития общего образования, социализации и воспитания «Открыт». Мы проводим как курсы повышения квалификации, вот в том числе и по данной теме, о которой мы сегодня говорили. Мы реализуем и консультирование, в том числе и по телефону, и по электронной почте, по адресу электронной почты. Эти материалы, вот эти контактные данные у вас есть на ваших экранах, поэтому приглашаем вас к сотрудничеству, предлагаем активно взаимодействовать в рамках разработки и реализации программ воспитательной направленности, готовы ответить на ваши вопросы в данной теме. И благодарю вас за внимание, желаю вам творческих успехов и всего самого доброго.